Здравствуйте! Уже в эту субботу, 16 октября, на Minecraft Live 2021 мы сможем проголосовать за одного из 3 новых мобов, которые совсем недавно были анонсированы. Всего этапов будет 2. В первом мобов будет 3, и моб с наименьшим процентов проголосовавших выбывает, а во втором будет эпичная дуэль 2 претендентов на добавление в игру. Сегодня я ознакомлю вас с каждым, а также разберу все промо-ролики и узнаю, опозорились ли Моджанг и в этом году. Но перед этим предлагаю взглянуть на каждый из них. А если вам не интересно смотреть их перевод, то просто перемотайте на момент, указанный на экране. Я так взволнована по поводу Minecraft Live. Интересно, за каких мобов в этом году проголосует наше сообщество? Что? Ты тоже не знаешь? Я позвоню малышу Ву, он нам расскажет. Да, это хорошая идея. Малыш Ву, ты не знаешь, за каких мобов комьюнити проголосует в этом году? Я знаю! 16 октября они проголосуют за... Малышка Агнес? Ты где? Нет... Куда пропала малышка Агнес? Простит ли малыш Ву малыша Йенса за то, что он сбросил трубку? И за каких мобов ты голосуешь на Minecraft Live в этом году? Мы будем выпускать видео о голосовании целую неделю. Следите за новостями и хорошенько подумайте над своим голосом. Оу! Ты такой милашка. Ты тоже потерялся? Мне тоже темнота не по душе. Ой, здесь слишком темно. Ты должно быть Блик, моб, который дает знать игрокам, где достаточно темно для спавна монстров. Блик подлетает к темным местам для вас, когда он становится сердитым. Вы узнаете, что это место, где могут спавниться монстры. Вы также можете взять его с собой, и это докажет раз и навсегда, что вы можете быть и милым, и сердитым одновременно. Найдет ли малышка Агнес малыша Йенса? Чье это логово? Хотите ли вы, чтобы Блик был добавлен? Приготовьтесь к Minecraft Live, чтобы отдать голос, который изменит Майнкрафт навсегда. Малышка Агнес, где же ты? Привет, фанат музыки. Ты мой единственный друг. После того, как малышка Агнес ушла, держи мою последнюю печеньку. Ты заслуживаешь ее, как всегда. Ты, наверное, Лэй. Спасибо огромное, что собрал эти печеньки для меня. Ты это со всеми предметами делаешь? Ура! Мне больше не придется ничего собирать. Ты еще и танцуешь? Если ты дашь Лею предметы, он соберет похожие для тебя. А еще, если рядом есть музыкальный блок, там он и бросит предметы. Малыш Йенс? Выпустит ли малыш Энс когда-нибудь свой альбом? Был ли это голос малышки Агнес? Хочешь ли ты, чтобы Лея добавили в Майнкрафт? Голосуй на трансляции Minecraft Live 16 октября, чтобы изменить Майнкрафт навсегда. Малыш Йенс, я внизу. Где мы? Я не знаю. Но посмотри на эту медь. Это что, медный голем? Да, он, наверное, старый. Со временем он становится статуей. Давай построим своего. Может, он нам поможет? В нем так много жизненной энергии. Мы спасены! Медный голем — это моб, которого вы можете построить самостоятельно. Он со временем окисляется и любит нажимать на медные кнопки, которые мы также добавим в игру. Придут ли они на шоу вовремя? Оставили ли они печенье для малыша Ву? Хочешь, чтобы медный голем был добавлен в Майнкрафт? Голосуйте на Minecraft Live 16 октября, чтобы изменить Майнкрафт навсегда. Как мы можем выбрать одного из наших друзей, чтобы его добавили в Майнкрафт? Не нам решать. Наша великолепная комьюнити решит, кто будет добавлен на Minecraft Live. Смотри,
Это Блик. Должно быть рядом какое-то очень темное место. Я тоже становлюсь сердитым, когда слишком темно. И могут появляться монстры. Ты реально отдал наши последние печеньки Элею? Да, но он принес коллекцию новых. Разве медь не замечательна? Она может быть использована для строительства мобов и кнопок. Интересно, кто же построил этого медного голема? А кому принадлежит твой голос? Блику, который ищет темные места? Элею, который собирает предметы? Или медному голему, которого ты построил? Голосуйте на Minecraft Live 16 октября, чтобы решить, какой моб будет добавлен. Итак, для начала вкратце поговорим о локациях. Интересной является только одна из них. В ней мы видели пчелиную броню, сундуки, бочки и так далее. Многие подумали, что все это нас ждет и в игре, но как оказалось, нет. Художник заявил, что это все декорация, и в игру добавлено не будет. И малышка Агнес тоже. Ну и еще, само убежище. Вероятнее всего, убежище Моджан. На это указывает табличка Minecraft Live Studio на прошлой локации, которая, к слову, практически на 100% идентична локации с прошлого года, на которой нам показывали цветочную корову. Хотя высока доля вероятности того, что это совсем неверное предположение, ибо в последней анимации мы увидели студию совсем в другом месте. Теперь давайте подробно поговорим о каждом из персонажей. Ой! Блик — это моб, который будет вас предупреждать, что в месте, где вы сейчас находитесь, слишком темно. Он будет лететь к темным местам и злиться. У него есть очень много эмоций. Одна из них — раздражение. По внешнему виду он является самым красивым из всех трех персонажей и отлично бы вписался в новые шахты, где был бы очень атмосферным. Возможно, если он будет добавлен в игру, с него будет падать какой-либо дроп, с которого можно будет что-то сделать. У некоторых появилась теория, что он будет светиться в темноте, но, увы, об этом нигде не сказано. Некоторые считают, что по функционалу он самый бесполезный из всех трех мобов, ибо существует такая кнопка, как F3, которая может вам рассказать, достаточно ли освещен блок, но все же светлячком будет намного удобнее. Переходим к следующему мобу. Итак, моб выглядит достаточно красиво, но лично мое мнение, в Майнкрафт он впишется только в снежных или ледяных биомах. По функционалу является самым полезным из всех троих. Некоторые подумали, что он дропает предметы, но, увы, они ошиблись. Давайте наведу вам пример. Вы даете Элею любой предмет, к примеру, саженец дуба, и в прогруженных вами чанках он ищет такие на полу. Довольно-таки полезно, не так ли? Благодаря нему может появиться много новых АФК или автоферм, сортировок и так далее. За один раз он может принести до 64 предметов. А еще он любит танцевать. Если рядом есть нотные блоки, то он выбросит предметы рядом с ними. Моб довольно-таки полезный и уже считается главным фаворитом на попадание в игру. Однако, из-за недавнего снапшота многие подумали, что Элей 100% будет в игре, ибо в нем было достижение, связанное с нотным блоком. Но лично я считаю, что это просто пасхалка, или достижение может стать вырезанным, если Элей не победит в голосовании. Идем дальше. Второй главный претендент на попадание в игру, Медный Голем, является новым небольшим големом. И, к слову, по дизайну и по функционалу он, можно сказать, олицетворяет идеальный баланс. Работает он с редстоуном. Стоит отметить, что Агнес и Йенс сделали его из нескольких слитков меди. Но я считаю, что это было сделано для более красивого визуала в анимации. Он будет создаваться приблизительно так же, как обычный голем, только вместо железных блоков медные. Также мне стоит отметить, что на его голове есть громоотвод. Возможно, он будет использоваться в создании голема.
а сам голем будет отводить молнию. Со временем он будет окисляться и становиться статуей. Это окисление можно будет снять обычным топором. Можно ли нанести на него воск? Пока неизвестно. Вместе с ним также будут добавлены медные кнопки, на которые он очень сильно любит понажимать. А теперь, когда мы разобрали каждого из всех 3 мобов, нам стоит сделать небольшой вывод и все же ответить на вопрос, опозорили ли Mojang Minecraft в этом году. Блик, Элей, Медный голем. Все эти 3 моба очень классные и заслуживают попадания в игру. Какой мой прогноз? Меньше всего голосов будет за Блика, ибо его захейтили, что у нас, что на западе. А во 2-м раунде будет эпичное противостояние между големом и Элеем. Но победит, конечно же, последний. Если вы вдруг не знаете, где пройдет голосование, то отвечу вам прямо сейчас. Оно пройдет в Твиттере на официальном аккаунте Майнкрафта прямо завтра, во время Майнкона. За кого же проголосую я? Так, только давайте без лишнего хейта. Я проголосую за Блика, ибо он понравился мне больше всего. И даже если его не добавят в игру, я скачаю мод на него. Вряд ли он хотя бы пройдет во 2-й раунд. Поможет ему только чудо. Или, не дай бог, Дрим. Однако в этом году он пообещал ничего не портить. Будем на это надеяться. За кого я проголосую во 2-м раунде? Пока что я не решился. Вам же советую никого не слушать и обдумать все самому. Выберите сами своего фаворита и голосуйте за него. Ну а если вы уже выбрали, то напишите в комментариях, за кого вы будете голосовать и почему. Мне будет довольно-таки интересно почитать, но при этом не навязывайте свою точку зрения другим, хорошо? А теперь ответ на главный вопрос этого видео. Опозорили ли Mojang Minecraft и в этом году? Если что, я имею в виду голосование. На самом деле нет. В отличие от прошлого года, все мобы хороши дизайном и хоть как-то да полезны. Поэтому Mojang стоит похвалить и выразить благодарность за таких интересных мобов. А теперь немного поговорим о моем канале. Во-первых, мне выдали сообщество. И благодаря этому новости моего канала будут появляться не только на моем другом канале Вован84, но и на этом. Что ж, огроменное вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если вам нравятся мои видеоролики. Делитесь видео с друзьями, пишите свое мнение о видосе и о каждом мобе в комментариях. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пока! Еще увидимся. Да зайдите вы уже на Вованчанс. Реально. Там много новостей по Майну, ФНАФу и другим проектам. А еще ламповое и интересное общение. И большую часть этого видео я заспойлерил именно там. Ладно, все, я пошел. Удачи вам!